Уважаемые телезрители, если вы сейчас видите меня на своих экранах хорошо и четко, значит со зрением у вас все в порядке. Если же есть какие-то проблемы, изображение расплывчатое, нечеткое, двоится, вам обязательно стоит обследоваться здесь, в Центре микрохирургии глаза под говорящим названием «Прозрение». Центр работает уже полгода. За это время более 3000 человек доверили свое зрение специалистам клиники. Многие исследования и операции, за которых приходилось выезжать за пределы Абхазии, теперь стали доступны нашим гражданам. Мы провели такую глубокую работу с дооснащением клиники. В нашу операционную, на операционный микроскоп была докуплена насадка, специализирующая на заднем отрезке глаза. Было прооперировано больше 450 человек, получили высококвалифицированную хирургическую помощь. Работаем с Минздравом здравоохранения, с фондом инвалидов. Люди получают помощь в пределах Абхазии. Это значит, что в республике теперь оперируют пациентов со сложными заболеваниями. Клиника проводит замену мультифокальных и торических линз. Это необычные хрусталики, которые исправляют астигматизм и восстанавливают высокую остроту зрения. Кроме того, новейшее оборудование позволяет проводить операции на переднем и заднем отрезке глаза. Проводим в любой сложности катарактальную хирургию, мы проводим хирургию глаукомы, реконструктивные хирургии, травмы. И планируем дальше проводить, расширять, то есть хирургический потенциал. В клинике проводится первичная диагностика, направленная на выявление таких заболеваний, как глаукома, катаракта, сахарный диабет, диабетическая ретинопатия и патологии сетчатки. Об этой клинике я услышала от своих знакомых, которые многие уже здесь побывали. То есть похвалили вам? Да, и я решила сюда. Я первый раз зашла, но все аккуратно, все чистенько, все культурно, вежливо, дипломатично девочки относятся прекрасно. В центре бесплатно диагностируют зрение ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. По рекомендации депутатов парламента была согласована работа с Минздравом. Благодаря такому взаимодействию в прозрении лечат пациентов с фонда инвалидов ОВНА. Есть здесь акции и для других категорий населения. С ноября месяца по декабрь будет полностью бесплатная первичная диагностика пенсионерам нашей страны. И такие акции будут проводиться в год неоднократно. Мы, конечно, идем же навстречу и делаем внутренние скидки, то есть мы более десятка пациентов вообще прооперировали бесплатно. Пока шли съемки, мы побеседовали с вновь пришедшими пациентами клиники. Реклама была, что пенсионера можно бесплатно обследовать. На 10-500 не особо можно пройти, проверить зрение. И я пришла и себя и мужа записать. Читаю вроде, брала для чтения очки, а вроде маленькие. Теперь хочу, что тут посоветовать. Какую оптику посоветую? Клиника заинтересована в том, чтобы принимать на работу специалистов и отправлять их на повышение квалификации. Щепетильно и тонко относимся к детству. То есть мы планируем развивать и детскую офтальмологию. Для этого все делается. Недавно совсем мы приняли на работу доктора молодого Гергия Садия Тимуровна. И мы отправили доктора на повышение квалификации. То есть мы формируем, так скажем, свой кадровый потенциал. За столь короткое время специалисты клиники помогли тысячам наших граждан. При необходимости центр привлекает коллег из России и других стран. У нас есть пациенты, которых мы направляем в более высокоорганизованные клиники. Совсем недавно у нас была установлена щелевая лампа, она оборудована видеофиксацией, и мы можем дистанционно, то есть там, где мы сомневаемся или же не можем поставить диагноз, или же нам нужна дополнительная консультация, мы можем привлечь наших коллег из России или же из любой точки мира, и они онлайн прямо здесь в кабинете могут посмотреть состояние пациента и дать, так скажем, отдельный совет.
Как известно, глаза – зеркало души. Чтобы сохранить зрение на долгие годы, важно своевременно обратиться к квалифицированным специалистам и получить качественную помощь. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.